Дорогие друзья, мы сегодня будем говорить о посадке ягодных растений. Вот в этом вопросе, какие ягоды выбрать, какое есть разнообразие у нас здесь в Якутии произрастает, какие виды наиболее подходят к нам, к нашему суровому климату. В нашей передаче принимает участие лаборант института Анна Егоровна Сысолятина. Анна Егоровна, здравствуйте! Здравствуйте. Мы у вас в гостях, и сегодня вы нам расскажете про облепиху. Во, прекрасно. Вот облепиха стоит, например. Это мужской экземпляр, большой. Она цветет, но не плодоносит. Так. А это женский. Это мужской. Это мужской. Так, как бы тут не затоптать вам ничего. Это женская с плодами. Посмотрите, какие плоды. Ага. Это еще рано, еще Полюбуйтесь. В сентябре будет еще крупнее и насыщеннее по вкусу. А сейчас их можно попробовать? Можно попробовать, да? конечно. Это облепиха Даркатуни. Сортовая из Барнаула. Вот. Мужской экземпляр может быть один, а женщин может быть 7-10. В смысле кустарников? Кустарников. Один мужчина на 10-7 женщин. Вот такой гарем. Гарем, ага. У нас есть 3 сорта: Даркатуни, Чуйская и обильная. Это мужской, называется вид Хипопая рамноидес, мужской экземпляр. Оно только цветет, а плоды дает женщина. Вот, очень красивые, вкусные плоды. Попробовали же, да? Да, попробовала. Ну, горькая ягодка, но да. она, видимо, еще не, не налилась. Не налилась как еще. надо. А примерно когда она нальется и когда вкус у нее изменится? В сентябре. При посадке нужно взять один мужской и женский. Примерно, если мы возьмем саженцы двухлетки, вот купим у вас, приедем. Есть. Трехлетки, так. И 10 штук или 7 штук женщину покупать и одного мужчину. Так. Мужчина продается в другом отделе, так что можете сюда приезжать, покупать. Облепиха очень насыщена витаминами, очень красивая. И видите, вот зеленая масса делает тоже, для озеленения тоже идет. Ну, смотрите, это как куст и как декоративный же можно использовать и как у себя пищевой, на участке. И как для добывания ягод, да? Вот чаи можно заваривать. Да. Облепиховый морс, компоты, варенье. Все это делается из облепихи местной, акклиматизированной. Она очень хорошо плодоносит. Еще там покажу, там насыщенные есть. Прям насыщенные, да? А как сажать нужно? 60 сантиметров глубиной, диаметр 80 сантиметров. Вытаскиваем землю, дернину, и туда насыпаем речной песок, перегной, чернозем 1 к 1. Перемешиваете по ведру, перетаптываете, где-то 3-4 сантиметра останется от дерна. Вы сажаете растение, корневую шейку не заглубляете, просто притаптываете и поливаете. 2 ведра воды ровно хватает, если 2 штык лопаты глубиной сделаете. Какое время нужно заниматься лучше вот пересадкой, лучше в сентябре. посадкой? Кустарниками в сентябре лучше. Почему именно в сентябре? Потому что они опадают листья, холода наступают, акклиматизация проходит, тогда хорошо переносимость, выживаемость будет. И зимостойкость, морозостойкость, устойчивость к болезням будет лучше. Осенью, если садить. И поливайте, и забывайте до весны. Допустим, трехлетки. Через какое время можно ожидать первые урожаи? Через 2-3 года. Только? Только. В первый год, допустим, появились почечки, ягодки. Их нужно оборвать или… Оборвать. Первые надо оборвать, потому что чтобы сила ушло в корни и в само растение. Чтобы куст был пышнее. большим, пышным, вот как ваши, да, кустики. Вот для чего, оказывается, нужно первый год, как они начнут плодоносить, это получается… Оборвать и цветение оборвать. Значит, трехлетка, 4 годика, да, будет этому кустику? Да. Потом все оборвать нужно? Да. Потом 2-3 года, и она уже плоды будет давать. Обильно. Понятно, да? То есть, получается, через 7 лет вот только вот. Но смотрите, действительно, чтобы у вас участок садовый был ухоженным, красивым, были различного вида вот ягоды росли, да, кустарники. То есть нужно какой-то создать план, видимо, вашего участка садового, да? Прикинуть примерно, не то что прикинуть, а и расстояние, и возможности этого участка, да? Допустим, вот по почвам, что вы посоветуете?
Речной песок, перегной чернозем, один к одному. А если, например, на участке очень много лиственницы растет, это нормально или это плохо? Береза Лиственница. у многих растет, Ну, у всех сосна. У нас тоже растут, вы видите, Да. и сосны, и березы. А лиственниц я не вижу. Лестница есть там одна, сибирская, очень красивая, красивая. Одна единственная. Да. А у меня весь участок утопает в лиственнице. Могу похвастаться. Это моя и печаль, и боль. И получается, что вся почва у меня засоленная очень сильно. Да, из-за хвоинок. Да, из-за хвои. А вот, значит, почва должна быть суглинистая, да? Да, суглинистая, легкая по Легкая. Мгм. чернозем, перегной, песок речной, именно речной желтый песок. Так, теперь смотрите, вот эти кустарники, они любят солнце или Вот у нас всё-таки- все на солнце растут. Ясно. Значит, должен быть участок открытым, солнечным. солнечным. Это тоже нужно учитывать, да? Мгм. Подходя к вопросу озеленения, украшения и получения витаминов Да. со своих посадок. Да. Пойдемте посмотрим более такой пышный Мгм. кустарничек облепихи. Мгм. Мы в Институте биологии выращиваем в ботаническом саду 3 сорта облепихи. Это даркатуни, там будет чуйская и обильная. Самым пользуются спросом даркатуни у людей. Ну, они все похожи, одинаковые, но плоды чуть побольше у кого-то урожайность побольше будет. Этому кустарнику 8-10 лет. Она вот плодоносит уже так 5 лет. Красиво. То есть он такой старенький уже получается, старенький, да? да. Взрослый. Взрослый. Взрослый куст. Высотой не очень. 1,5 метра, 1,80 м будет высотой только. А мужские облепихи, они высокие, видите, да? Мгм. Без ягод они опыляют только друг друга. Сколько, допустим, вот с этого кустарника можно собрать По урожая 5 литров за сезон? за сезон. Мгм. С кустика. Примерно когда в поспевают ягоды? сентябре, где-то с 1-4 числах. Подкормка обязательно, Сколько? весной. Мгм. Так, весной это самое, они, как сказать, они азотсодержащие, поэтому комплексное можно просто побрызгать немножко. А так считается... Попрыскать это Вот так горсточку возьмете, и посыпать. посыпать. На Так. 1-1,5 метра 1 горсточек. Поливаете хорошо, обильно. У нас понедельник, среда, пятница поливочные дни. У вас как, не знаю, но... Ну, в общем, 3 раза в неделю. Да. Поскольку поливать? Пушкой Обильно? обильно поливать. Прямо обильно? Да, обильно. О, ага, Она очень любит воду. так. Если мало поливать, ягоды, наверное, будут горькие. Да. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу прогулку по ботаническому саду. И далее нас познакомит с декоративными растениями и расскажет о том, как их выращивать, съедобные ягоды, несъедобные, лаборант-исследователь ботанического сада Айталина Рязанская. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это за кустик Это- очень красивый? Ага, это декоративный куст жимолости татарской, оранжевая форма. У нее цветы весной появляются где-то 14 июня и продолжается до 14 дней розовыми мелкими цветками. Очень красивая, пышная такая. Высота кустарника от метра до 2 метров. А цветение сколько продолжается? Цветение продолжается до 14 дней. Дорогие друзья, можете приглашать всю свою округу потом к себе, полюбоваться цветками жимолости розовой, да? Ага. А есть еще также жимолость татарская, красная форма. Цветение тоже также продолжается до 14 дней. Цветки белые. И вот видите, плоды у них парные и круглые красного цвета. Они такие интересные. Посмотрите, ягодки красные, ягодки оранжевые. Оранжевые, да. И это жимолость. Татар. Я вообще подумала, что это вообще-то разновидность какой-то мы до этого говорили про облепиху, да? Ага. А оказывается, это не облепиха вовсе, это жимолость. А ягоды съедобные? Ягоды, к сожалению, несъедобные, они слабо ядовитые. Даже так. Даже Так что, друзья, у кого есть животные, маленькие детки, это нужно как-то в общем, постоянно нужен присмотр такой. И для красоты можно чередовать, да? Чтобы было белое Да, цветение, да, конечно. розовое Да-да-да. цветение. Они одновременно цветут или в разное время?
различие, наверное, 3-4 дня бывает такое. То есть Ну, одновременно они не будут цвести, но это будет очень Ну, красиво, если вы там выделите какое-то место, да, ну, допустим, для отдыха, где можно посидеть, почитать книжку, да, у себя. Да-да-да. Ну, я не знаю, я не представляю дачника, который сидит и читает. Ну, обычно с тяпкой, обычно Да-да-да. там весь в трудах. Но Но самое обильное цветение у них вот в одно время будет. Самое. Тут белое, тут розовое. ясно. Посмотрите, они очень сильно отличаются, вот эти кусточки. Этот вот как деревце, мне так даже кажется. Посмотрите, какой ствол очень толстенький. Сколько лет этому растению? Этому растению 35 лет. О, Где-то так. да вы что, какой Семена были почтенный получены из возраст. Эстонии. Еще в советские времена? Да. Почти, да? Да, 90-е. Вот это да. Посмотрите-ка, друзья мои, 35 лет, это с ума сойти. А вот это вот? Ну, тоже самое. Тоже 35 лет. Да. Допустим, мы у вас покупаем маленькие саженцы. Да. Ну, с какого времени вы продаете? Ну, имеется в виду, какого идеальный возраста? саженец должен быть 2-3 года. 2-3 года. Чтобы посадить. Мгм. Любит вот где хорошо освещенное место, чтобы не было сильного ветра. И ну, Неприхотливый? неприхотливое. Неприхотливое растение. Главное добавить там песок, торф и землю. Всё. А насчет полива, насчет зимы? Полив, например, в неделю, летом в жару, 2 раза в неделю обильное. 2-3 ведра. Обильный полив, друзья, нужен, да? Подкормки тоже 3 раза, наверное, за сезон, да? Да. Ну, весной азотными, а осенью можно просто вот перегноя засыпать. Допустим, нашему растению, нашему саженцу 3 года. Через какое время он начнет красиво зацветать и вот так вот плодоносить? Ага, через 5 лет начнет цветение. Через 5 лет. Ага. Это Уже очень... получается на 2-й, на 3-й год, как вы посадите. То есть, смотрите, вот те, которые хотят свой садовый участок разделить, допустим, вот здесь огородная зона, ну а здесь вот сад какой-то, да, то есть нужно набраться терпения, да, распланировать, где будут, какие у вас высажены ягоды, и взяться за дело, да, уже. Зато А будет вот красота. Да, по агротехнике. Как садить? Ну, Какая почва должна быть? Ну вот почву я сказала, как раз перегной, песок и земля. Обязательно ямку вырыем на 50 на 50. И можно там, например, вот эти кирпичи кусочками. Для дренажа. Да, для дренажа. И посадить. Или И главное, щебенку. и полить. Очень хорошо для начала. Для начала поливать. Обязательно. А зимой это растение нужно укрывать как-то? Укутывать? Зимой можно укрывать только снегом. Ну, если такая высокая, да, можно вот снег побросать. А так нет, мы не укрываем. Но все равно подмерзает, конечно, вот эти высокие однолетние побеги. А их не потом нужно восстанавливается. как-то вот, Нет, как вишню, их допустим, не нужно. Она укладывать? ломкая, поэтому лучше не надо. Лучше не надо. Да. А вот смотрите, есть такое понятие или нет такого понятия, когда, ну вот куст определенный, он живет сколько-то времени, а потом вот, ну пора уже его просто Да, заменить. ну вот пока 35 лет уже растут, продолжается, плодоносят, поэтому ну, Вы испытания пока еще не, идут. не заменяете. То есть вы хотите Пока. выяснить, Да? до какого времени будет вот такое вот обильное плодоношение, да? Да. А вот это вот плодоношение, оно всегда было вот буквально на 4-й год или, на 5-й год вы сказали, На 5-й да? год. Вот, или же по мере роста, по мере развития вот этой вот укрепления корневой системы? Конечно, по мере роста, вот чем выше, чем пышнее, чем этот Тем больше плодов, да? Больше. То есть раньше кустик был маленький. И плодов было меньше. А сейчас, конечно, растет, и плодов больше и больше. А красной они не отличаются, Они- просто есть вот да. оранжевая жимолость, есть красная жимолость. Единственное, что могу заметить, они же однолетки, а оранжевая форма выше, а красная форма пониже будет, То есть, меньше метра. да, если вы хотите красиво как-то ландшафтный дизайн там применить какой-то, да, то есть надо это учитывать, да, Да. что вот красная будет пониже жимолость, а вот оранжевая она будет повыше. Если хотите сформировать, например, форму, нужно
вот в течение лета обрезки делать. Мгм. Вот какую форму хотите, так и обрезайте. Как живую изгородь. Конечно, Вдоль забора посадить? Конечно, можно. Но чтобы было солнечно именно, да? Да, чтобы было Мгм. солнечно и неприхотливое. Вот этот куст называется жимолость Максимовича, тоже декоративный вид, высотой от 1,5 до 2 метров. Цветение продолжается 14 дней тоже. Цветки фиолетового цвета, очень красивые, мелкий, вот, красивый куст. И плоды, если можете посмотреть поближе, похожи на штанишки. Размножаем этот вид только черенками, семенами не получается.